Согласно преданиям, предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт означает «главный волк». На протяжении веков башкирский народ пополнялся за счет различных племен, в избытке поставлявшихся Великой степью. К эпохе позднего Средневековья насчитывалось около 40 башкирских родов. Они были рассеяны по территории всей исторической Башкирии, от Камы до Тобола. В нашем фильме мы расскажем об одном из них. Глубоко укоренившееся мнение о том, что средоточием истинных башкир является севера и юго-восток нашей республики, с точки зрения этнографии является абсолютно неверным. Запад Башкортостана в этногенезе башкир сыграл не менее важную роль, чем его восток. Потомки древнего башкирского племени Елан ныне проживают на западе республики Башкортостан. Башкиры-еланцы дугообразной линии с севера на юг распространились по целому ряду районов – Бураевскому, Дюртюлинскому, Чекмагушевскому, Илишевскому, Бакалинскому, Шаранскому, Туймазинскому, Ермекеевскому. Почему они заселяли свои земли таким образом, словно образовывали некий пограничный заслон? И какова история башкир-еланцев? За ответами на эти вопросы мы отправляемся в очередное путешествие. Мифология не только отражала мировоззрение древнего человека, она напрямую в качестве неписанного закона влияла на все стороны жизни общества. Нередко мифологические образы становились самоназванием народов и племен. К числу таких примеров можно отнести род Елан. Русский Змей Горыныч, иранский Ажи-Дахак, башкирский Аждаха-Кахкаха. У этих персонажей, как утверждают ученые, общие индоевропейские корни и общая типология. Образ многоголового дракона связан с космологическими представлениями о черной туче-драконе, побежденной солнцем-божеством. Данный сюжет символизирует преодоление первичного космического хаоса и торжество справедливого миропорядка. Однако на другом конце Евразии, в Китае, странах Центральной Азии, образ змея не был олицетворением злого начала. Напротив, как владыка Нижнего мира, там он считался символом земли, символом мудрости и плодородия. Поэтому неудивительно, что одно из племен Центральной Азии взяло себе в качестве своего тотема и самоназвание змею. Племя это было тюрко-монгольского происхождения, а потому именовалось словом «кай». Справка. Слово «кай» в переводе с одного из диалектов древнемонгольского языка означало «змея». И вот в русских былинах появляется ужасный Тугарин Змеевич, пришедший полонить землю русскую. Против захватчика, как и положено, выступает богатырь Илья Муромец. По мнению исследователей, Тугарин Змеевич – это реальный исторический персонаж, а именно кипчакский предводитель Тугор-хан, происходивший, по всей вероятности, из рода Кай. На это указывает его отчество – Змеевич. Факт присутствия этого рода в степях Восточной Европы подтверждают письменные источники. Согласно русским летописям, одним из племен Кипчакской Федерации, Дэшт и Кипчак, были каепичи. С этнонимом Кай связано в древнерусских летописях, и даже в слове о полку Игореве это есть. Здесь написано про каепичей. Это как раз род, который связан именно с племенем Елан. Елан, Кай – это практически одно и то же. Просто Елан – это тюркское название, а Кай – монгольское. Но, по моему мнению, вот монгольское название Кай – это слово пришло из индоиранского Кай, Каа, тоже означающее змею. Справка. Доказано, что название Каепича состоит из двух компонентов – этнонима «кай»
и термина «оба», то есть «род». Таким образом, слово «каепиче» расшифровывается как «род Кай». Поднимай 40 королевичей! Иду на Киев! Однако появление Тугарина-Змеевича или Тугор-хана Кай-Оглы у стен Киева было последним актом длинной истории племени Кай. Поэтому обратимся к ее началу. Менә иске һәм яңа бикмәт авыллары, алар Елан руына караганнар. Елан руы башкортлары авыллары дип кертелгән бит инде. Елан руы бик борынгы төрки кабиләләренең берсе. Аның тарихы безнең эрага хәтле 3нче гасырга кайтып кала. Булар кыпчаклар белән яшәгәннәр инде электән. Шуннан соң безнең якларга күчеп килгәннәр, шушында яшәп калганнар. История племени Кай начинается на рубеже нашей эры в степях Маньчжурии. Китайская хроника Синь-Таншу упоминает племя Хи около 220 года нашей эры. Хисцы перекочевывали с места на место, смотря по достатку в траве и воде. Жили в войлочных юртах, отабориваясь телегами. Охотники были до драк и сражений. Войско разделено было на 5 полков. Каждым полком управлял один иркин. Обыкновения одинаковые с тюркскими. Справка. Китайский иероглиф «хи» в древности прочитывался как «хай». Таким образом, племя Хи, упомянутое в китайских хрониках, соответствует племени Кай – змея. В VI веке княжество Кай признало над собой власть могущественного тюркского каганата. А в VIII веке племя Кай сами стали грозной силой. Причем настолько, что, выступив в 712 году против 120-тысячной китайской армии, нанесли ей сокрушительное поражение. А отрубленную голову имперского полководца отослали к Апаган-Кагану, правителю восточно-тюркского каганата. После этого сам император Поднебесный не счел зазорным породниться с вождем Каев, выдав за него принцессу своей династии и разрешив носить императорскую фамилию Ли. Многочисленные известия китайских хроник пишут о них. Искусны в земледелии и пешей стрельбе из луков, ходят на охоту в горы и передвигаются на лыжах так быстро, словно летят. Ахмед Заки Валиди в своих воспоминаниях писал: «Коренными жителями нашей деревни были представители 2 башкирских родов – Кай и Унгут. Себя он относил к роду Кай. 55 лет занимаюсь историческими науками, но меньше всего знаю историю своего рода», – сокрушается Валиди. Что касается рода Кай, то относительно его происхождения имеются сведения в ряде китайских хроник и сочинений, которые тогда еще не были доступны Ахмед Заки Валиди. В их числе Цидань Годжи, то есть история государства Киданий. Владения Киданий находятся к востоку от Хи, то есть Кай, с которыми они одного корня, но разной ветви. Е Лун Ли. История государства Киданий. Итак, кто такие Кидани? В X веке Кидани захватывают Северный Китай и создают империю Ляо. Справка. Китайские иероглифы «ки-дань» передают самоназвание киданий – «катай». Данный термин в тюркских и славянских языках стал обозначением Срединной империи, то есть Китая. Потомками киданий являются башкиры рода Катай. Таким образом, согласно китайским летописям, они являются ближайшими родственниками племени Кай.
Именно под давлением родственных киданий, создавших могущественную державу Ляо, племя Кай было вынуждено сняться с родных кочевий и отправиться в долгий путь на запад. Появление в тылу у племен Центральной Азии неведомого грозного врага вызвало среди них ужасный переполох. По принципу домино все племена от Амура до Дуная внезапно пришли в движение. Армянский писатель XII века Матвей Эдесский пишет: в 1050 году римляне выдержали ужасные атаки. Большое число провинций было разорено, предано избиению и обращено в руины печенегами, людьми алчными до истребления. Так как народ змей, нарушая границы своей территории, перешел на землю рыжеволосых, и эти иммигранты изгнали агузов и печенегов, и все эти народы объединились, обратив свою ярость на римлян, Константинополь подвергся великим бедствиям. Матвей Эдесский, хронография, XII век. Схожие сведения сообщает арабский автор XII века Шараф ас-Заман Тахир аль-Марвази. Народ змей Матвея Эдесского он называет собственным именем Кай и пишет, что Каи напали на племя Сары, то есть желтых, а те, в свою очередь, на туркмен, агузов и печенегов. Под племенем рыжеволосых армянского автора и желтых арабского, по единодушному мнению ученых, скрываются кипчаки, известные на Руси как половцы. Как раз половцы были как блондины, рыжеволосые, оттого и русские, древнерусские источники их называют половцы, от слова полова, вернее, солома. Нашествие народа змей имело глобальные исторические последствия. Кипчаки, вытесненные племенем Кай, сделавшись соседями Киевской Руси, стали для нее грозным соперником. Агузы и туркмены, сдвинутые с места, двинулись на запад, завоевали сначала Иран, затем большую часть Византийской империи. Созданная ими сельджукская держава стала предтечей Османской империи, положившей конец империи Византийской. Интересно, что племя Кай, ставшее причиной этих грандиозных миграций, не только не оставалось в стороне от вызванных им политических катаклизмов, но и в ряде случаев оказывалось во главе процессов, протекавших в это время на евразийском пространстве. Как говорилось выше, из племени Кай происходил кипчакский предводитель Тугор-хан, водивший своих воинов походами на Русь, печенегов и Византию. Тугарин, скорее всего, это известный по русским летописям Тугар-хан Азмиевич, и означает, что он из племени змей, Елан. Тугаркан был бием или вождем большого племени, которые принадлежали кипчакам. Из двусоставного племени Канглы-Кай выделился род Осман-бея, основателя Османской империи. Из рода Кай происходил и основатель Башкирской республики Ахмед Заки Валиди. В XIII веке часть племени Кай оказывается в Башкирии и входит в состав башкир, но уже под именем Елан. Справка. Племенное название Елан переводится как «змея» и сохранилось лишь в башкирской этнонимии. Ota-baba Jayık boyundan, Ural жылғасы boyundan kelgenler. Mana Örümbür dalalarında yaşaganlar olar. Kazakistan dalalarında mana şundan kısırıklap getirip, Jayık boyunda katı soğuş bulgaç, bular oyuncudan bulganlar semiyelerini tiyip, sol yasap, mana ağıdırga шығып, ağıp düşergeyin. Mana şol. Предки башкир-еланцев для удобства перевели свой древний этноним Кай с монгольского языка на тюркский. Так возникло название волости и племени Елан. Башкирское племя Елана еще в 17 веке разделилось на три части. Идель-Елан, Кыр-Елан, то есть внешний Елан, и Эске-Елан, то есть Елан внутренний. Интересно, что башкиры эске-еланцы одними из первых получили владенную грамоту на своей земле. Произошло это в 1618 году. Вот ее текст.
Били челом государю, царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси уфимские башкирцы эски Еланской волости Мухаммед Абдулов, Базайка Байметов сотоварищи. Интересно, что в память о своем пребывании в составе Дэшты Кипчака все еланцы сохранили кипчакский боевой клич «Уран» – Токсаба. Әрбір ырының үзінің болған ағашы, бізнеке пайын. Әрбір ырының болған құшы, онсы болған қорға. Шыннан ыраны болған онсын тұқсаба дейлер деп аталар. Шыннан тамғасы. Тамғасы біздің ұрыш еткенде крес болайынды. Әріпі кебік. Келгенлер қыпшақлар. Шул ырулар. Біз аларның потомклары болардың деймі. Справка. Клич Токсаба употреблялся в Кипчакской орде таксобичей. Интересно, что в Бураевском районе бытует генеалогическая традиция, выводящая эске еланцев от некого кипчакского предводителя Баянкули хана, служившего в Волжской Булгарии. Тарих бойынша түбәндәгечә. 13-нче гасырда монгол гаскәрләре Болгар дәүләтен шул рәттән андагы булган шәһәрләрне, Болгар шәһәрен, тагын башканда шәһәрләрне җимергәннәр. Менә шундагы Юкатау дигән авылдан Баянкули хан безнең якларга килеп чыккан һәм әлеге авылдан километр ярым ераклыкта Ташлытау дигән тау битенә килеп урнашкан. Данные Фаузи Низамова основаны на шежере, составленном в прошлом веке одним из аксакалов деревни Каразерик Исмакзамом Фархуддиновым. Исмакзам бабайның язмаларында башкорт ягыннан килеп утырганнар дигәннәр әйме дигән. Шуннан соң без барыбыз да башкорт дип язылганбыз. Шуннан фәнни хезмәтләрдә без башкорт теленең танып говора дейбез инде әйме диалекты. Пышмакны алай демәдерик без мөгеш дидерик башкортча мүйеш була инде. Менә шулай дизеп китсәң, значит, ничек килеп чыга? Без башкорт. Мы находимся в Бураевском районе, большая часть территории которого составляют родовые земли рода Ичке-Елан. Позади меня деревня Новобекметово, одно из коренных поселений этого древнего башкирского рода. Аул Новобекметово Бураевского района. Коренное селение эске еланцев. Сегодня, ввиду пробуждения интереса к собственной родословной, здесь уже никто не сомневается относительно своих этнических корней. 1859 жылда үткәрелгән перепись документында безнең авылда 54 йортта 307 башкорт яшәй дип күрсәтелгән. Башка милләт халкы теркәлмәгән бер вакытта да. Перепись үткәргән сайын безне гел башкорт дип күрсәткәннәр инде. В Бураевском районе есть также башкиры-ельдяки и таныбцы, о которых будет рассказано отдельно. Что же касается эске-еланцев, то на территории района они самые многочисленные. До кантонного еще управления земли Бураевского района нынешнего относились к Ельдякской волости, Эске-Еланской волости, Таныбской волости, Кыр-Унларской тюба. И несколько деревень относились к Тазларской тюбе или к Тазларской волости. Самая крупная, самая большая волость была Эске-Еланская. Вообще, Еланская волость в Бирском кантоне считается самой крупной большой волостью. И по утверждению краеведа Хазгалия Парова из Ерошевского района, наши предки, башкиры, вотчинники, вели в первой половине 17 века вели кочевой образ жизни и кочевали по землям, которые принадлежали к теперешним Ермекеевскому,
Туймазинскому, Шаранскому, Чекмакушевскому, Илишевскому и Баулинскому татарской республике и Бураевского района. К селениям СК-еланцев относятся такие аулы Бураевского района, как Больше-Бадрак, Силасау, Тукран, Бикмет, Чалкак, Кайнлык, Саидбай, Саид-Курзя, Тангатар, Аид, Байсакина, Минлина, Ваны-Шалпаут, Каразерик, Кузбаева, Кудашева, Абзаева, а также Миништы, Кангышева, Таубаш-Бадрак Дюртюлинского района. Biz башкорт тарихында, башкорт телен дә өйрәнмәдек бит инде укыганда. Без татарча укыдык. Ниләрне дә, тарихны да татарча укыдык, физиканы да, химия, биологиялар барсында татарча укыдык. Без башкорт телен менә үз телебезгә битеп аңлайбыз аны. Аңламай калган бер сүз бит. Менә теге булай инде укымаган кешеләр, бик кызыксынмаган кешеләр, әдәбият белән башкорт әдәбиятен соң нәрсә ул дип. Соң тузан безнеңчә. Шундый нәрсәләр бар инде менә аңлашмаган. Менә татарның сүлгесе нәрсә дип белмәгән кешеләр бар. Сүлге нәрсә соң ул дип. Тастымал без тастымал дибез бит инде сүлгене. Шулай булгачлан Агыйделнең түбән агымы башкортлары диалекты. Да сөйләшәбез. Расположившись вдоль Белой, идель-еланцы как бы разделили некогда единую еланскую волость на две части – внутренний и внешний Елан. К идель-еланской волости относятся такие населенные пункты Дюртюлинского района, как Исмаилово, Верхняя и Нижняя Алькашево, Чишма, Сикаликуль, Зитимбяк, Юсупово. Мы находимся в Илишевском районе Башкортостана. Это пограничный с Татарстаном регион. Его населяют в основном два башкирских рода. Кыргыз, о котором мы поговорим отдельно, и Елан, а вернее два его подразделения – Идель-Елан и Кыр-Елан. Стародюмеево – это одно из самых древних селений башкир-еланцев Илишевского района. В сельском клубе проходит встреча школьников с ветеранами войны и труда. Дети выступают, аксакалы рассказывают о своем прошлом. Елан башкортлары 17 гасыр башында күчмә халык булганнар. Алар күче бергәннәр, муасыраганнар. Жылқы малы асыраған шулай ук. Мөгезлерек терлек асыраганнар. Елан башкортлары хәзерге булган, хәзерге территория белән чагыштырганда Илеш, Чакмагаш, шуннан Туймазы, Бакалы райондарын биләгән. Странная вещь – память человеческая. То, что считалось нами давно позабытым, в какой-то момент, словно от толчка невидимой глазу силы, пробуждает в нас генетическую память. И тогда возрождаются древние мифы. Ни өчен аны елан башкортлары дигән? Элек бит һәрбер халык нинди генә җирдә отырса да бер нәрсәгә ышану булган. Буларын төп булган еланга табылганнар. Кайберләр кояшка табылган, кайсы айга табылган, кайсы башка нигә табылган. Менә шулай итеп елан башкортларының исеме дә шуннан килеп чыккан. В школе деревни Итеево проходит Шежере-Байрам. Директор школы Равис Мухаметов рассказывает о том, как проходил процесс составления шежере его родной деревни Телепан.
Главным источником для составленного им генеалогического древа стала старинная шежере, дошедшая до наших дней от указного муллы Мухтара Садриддинова, согласно которому возраст деревни насчитывает около 500 лет. Yılan ruhu ruh arasında en bұрынғылардан есептеледі. Ол Башқұртстанның әлеге территориясына башқа руға қарағанда ертерек келіп отырған. Біздің бұрынғы бабаларыбыз қара yılan. Біздің диалект Башқұртның Төньяк Көнбатыш диалекті ол татар тіліне де шаған, біздің өзіміздің диалект. Мен әлі мен сөйлегенде де көрініп тұрадыр. Biz özbekni Башқұрт деп есептедік. Башқұрт деп білеміз. Бізде Башқұрт баны. Біздің атайлар да, қартатайлар да барысы да өзлерін Башқұрт деп есептегендер. Осаба Башқұртлар. Шуңа көре біз татар китаплары татар тілінде оқысақ та, бар біздің таныклыкларыбыз да Башқұрт деп аталған, өзіміз де Башқұрт деп есептей бергенде. В Илишевском районе башкиры-еланцы населяют 15 сел и деревень: Буралы, Етеево, Нижнееркеево, Телепаново, Верхнее и Нижнее Черекулово, Тазеево, Янтуганово, Рсаево, Саидкулово, Стародюмеево, Ишкарова, Верхнее и Нижнее Юнного, Лаяшты. В Чекмагушевском районе башкиры-кыр-еланцы живут в Тайняшево, Старой Новобалаково, Каране, Ахметово, Тамьяново, Сурметово, Верхней Новокарьявды, Старопучкаково, Чупты. В Шаранском районе к селениям башкир-еланцев относятся Шаранбаш-Князево, Челмалы, Дюрменево. В Туймазинском – Каратово, Кокрыбашево, Максютово, Ильчимбетово, Байракатуба, Исмаилово, Епрыкова, Тюменяково, Уязы-Тамак, Туймазы, Верхне-Бишенды, Кармалы-Тамак, Верхне-Заитово. В Ермекеевском районе потомки башкир-еланцев живут в селениях Абдулкаримова, Абдулова, Атамкуль, Шахова, Новошахова, Усман-Ташлы, Кулбаева, Сулли, Суерметова, Рятамак, Тарказы, Исламбахты. Прошлое рода Елан уходит своими корнями в седую древность. Китайские авторы рассказывают, что предки еланцев сражались еще в III веке со знаменитым правителем гуннов Маде, то есть Богатуром. Могут ли, или лучше сказать, имеют ли они право позабыть свою более чем 2000-летнюю историю? Однозначно нет. Из среды еланцев должен появиться историк, который напишет историю своего рода. Мы лишь бросили беглый взгляд на то, что лежит на поверхности. Башкиры рода Елан, словно оправдывая свое название, змейкой протянулись по всему западу Башкортостана. Позади древняя и славная история, которую современные еланцы восстанавливают с неподдельным энтузиазмом. А раз так, то можно быть уверенными, что их ждет впереди не менее выдающееся будущее.